биных за муволоп, за ывдыжывайным, тигет мно гртевайным, ю халун се угад, тигет ю мнодыртанды стрим гарахах на ТБНам, тигет та стрим дауркты, вакитовикты, подписка ты за тигет ховорлды инек за юнтухе. Тема, в общем, интересы бурятского народа. Хочу об этом поговорить. Так, надеюсь, продуктивный будет стрим, интересный, полезный. Вот как-то так. Сейчас я, как уже говорил, стараюсь пореже выходить. Все в размышлениях, как мне дальше развивать канал, как его делать, что делать. И в целом о самых этих интересах бурятского народа и хотелось бы поговорить. Ладно, в общем, заходить. Будем обсуждать. И обсудим этот инцидент с Марией Циденовой. Как я так понял, бурятского там только одна фамилия. Так она, получается, на четверть бурятка, что ли, или наполовину. Сейчас я почитаю еще, как сказать, об этом инциденте. Но то, что к нему привлечено столько внимания, как разных хороших русских изданий, так и внутри Бурятии различных, как сказать, государственных деятелей, это уже не внушает никакого доверия, оптимизма. Я бы даже сказал, что это выглядит и похоже на какую-то провокацию и на, как сказать, знаете, если сравнить, смотрите, вот есть же вот это вот Макс приложение, да, власти активно хотят, чтобы люди, граждане, как граждан вряд ли можно назвать, у граждан есть какая-то ответственность, какие-то права. В Рашке я бы сказал, что люди это больше какие-то, как сказать, что-то наподобие рабов, наверное, людей, которые не имеют никакого вообще представления о своих правах и просто выполняют то, что им спускают сверху, и при этом они, как вам сказать-то, когда что-то им не нравится, они просто это стараются, не нравится им практически все, стараются это как-то игнорировать. В общем, смотрите, какая ситуация с этим Максом, да, приложением. Есть хорошие приложения, да, для общения типа WhatsApp и Viber, допустим. Их запрещают в Рашке для того, чтобы не было свободного общения. А якобы прогосударственный, который сам Пыня рекламировал, его пытаются навязывать людям, но люди просто, даже скачивая его, устанавливают на второй телефон, которым, допустим, нету никакой важной информации. Допустим, голый телефон, только одно приложение, там, этот Макс. Они просто им не пользуются. То есть власть как бы требует от людей, как сказать, какого-то повиновения, любви, что ли, но оно, как бы сказать, получает не эту любовь, не повиновение, а какое-то вот послушание просто через угнетение, да, так скажем. Поэтому такая же ситуация, я так понимаю, сейчас и у так называемой бурятской нашей контрэлите. Они хотят, чтобы бурятский народ их любил,
как бы сказать, поддерживал их, ну или хотя бы создавал эту видимость. И для этого вот развязываются различные какие-то эксцессы или еще что-то, чтобы на фоне вот этих вот действий, ну, по крайней мере, это все выглядит так. Сейчас я еще раз объясню, в чем дело. Хотят, чтобы была какая-то типа общенародная поддержка, хотя бы какие-то возмущенные посты, комментарии и так далее. Здесь, знаете, вот такая странная вещь, с одной стороны, да, в тоталитарном обществе. С одной стороны, властям нужна вот это вот полное одобрение, энтузиазм людей, да, чтобы они, так сказать, грудью шли, умирали за диктаторов своих и так далее. Но при этом любая, как сказать, активность, комментарии и так далее, все это гасится, запрещается. Свой какой-то мессенджер они создать не могут. И получается, что запрещая, допустим, там Инстаграм, Вайбер, Ватсап, они свое не могут развить, и в итоге приходится все равно им пользоваться теми приложениями, которые они сами запрещают. Ну, короче, такая странная ситуация происходит. Странная и закономерная, я думаю. Ну и, в общем, давайте вот кратко разберем сперва саму ситуацию, которая произошла, да, с вот этой вот девушкой. Ну, бурятка она только на четверть там, или на сколько, или на 50%. То есть 50% она русская. Ну, фамилия у нее Цыденова. Почему-то здесь еще пишут, что... Так, что это за херня? Сейчас, подождите. Представительница, она вдруг стала бурятского народа. Что это странно, как сказать. Ничего не делая, вдруг стала... Ну, как сказать, конечно, не обязательно что-то делать, что... Короче, смотрите, я что хочу сказать. До вот этого вот инцидента мы об этой женщине, об этом человеке ничего никогда не знали. И внезапно, знаете, вот, ну, таких инцидентов, я думаю, по всей Рашке происходит много с разными народами. Но почему-то именно эту ситуацию начали сейчас так активно освещать. В общем, давайте поговорим про это. В общем, задержали вот эту вот девушку по имени Мария Цыденова, которая, я так понял, уже давно проживает там, в Подмосковье, Подольске, да. И с самого начала она, как сказать, ну, я так считаю, она себя считает, видимо, скорее всего, русской, что ли, по духу. Но внешность у нее, тем не менее, такая полуазиатская. Ну, скорее, можно даже сказать, больше азиатская. И она, как сказать, ну, если ты живешь в Рашке, ты же должен понимать, что это общество несправедливое, неравное и, как сказать, националистическое. То есть, на что она там рассчитывала, когда, как сказать, требовала от ментов, чтобы они предоставили какие-то документы или еще что-то. Ну и, как сказать, она посчитала себя истинной какой-то такой вот, типа гражданкой, да, у которой есть права. Она вообще-то забыла, где она вообще находится. Она реально, ну, по большому счету, она попутала, да, сама на самом-то деле. То есть, если она живет со своей азиатской внешностью еще в каком-то Подмосковье, да, где, ну, понятно, ее могли какие-то скинхеды вообще убить. Менты давным-давно, ну, как сказать, это она еще легко отделалась, я думаю, на самом деле. То есть, она, по большому счету, она должна оценивать. Ну, как сказать, если вы живете в Германии 30-х годов, и вы, допустим, там еврей, то вы должны же понимать сами, да, что вам там надо ходить очень тихо, не привлекать себе внимание, не носить какую-то национальную одежду или еще что-то. То же самое сейчас в нынешней, да и вообще во всех этапах Рашки. Если ты имеешь какую-то нерусскую внешность,
то ходить там и что-то требовать от русских ментов или еще от кого-то, ну, это как бы глупо, да, сами согласитесь. То есть ты сам, получается, провоцируешь. А она, как сказать, то ли какая-то очень глупая женщина, то ли не знаю почему, но вдруг решила, что она гражданка Рашки, что она имеет какие-то там права или еще что-то. То есть, а не просто она, как сказать, представительница порабощенного и временно оккупированного народа. И она, ну, короче, она на самом деле сама что-то попутала, попросила, чтобы менты предоставили ей документы. Конечно, они ничего не стали ей предоставлять, повезли ее в ментовку, закрыли, сняли с нее шубу. Шубу эту бросили под, как сказать, место коврика, ходили по этой шубе. Начали обзывать ее по национальному признаку, бурятской проституткой, там, подстилкой, чтобы, типа, всех бурятов обнулили на войне и так далее. Ну, короче, все в этом. Истинная сущность их, в общем, поперла. И все это началось с чего? То есть, смотрите, осознание какого русского такого шовиниста, мента. То есть, он живет... Ладно бы он жил еще где-то в Бурятии, он понимал бы, что он на оккупированной территории живет, что все равно здесь большое количество бурят, и что, ну, также и в ментовке могут быть какие-то буряты. То есть все равно какая-то ответка прилетит. У него нутро бы оставался, я не говорю за всех, но у многих просто прошивка такая, понимаете. У многих таких нациков такое вот мировоззрение, что как какая-то представительница оккупированного, порабощенного народа, временно оккупированного, может что-то вот этому русскому оккупанту, менту, что-то предъявлять. Ну, как сказать, ну, по большому счету, это действительно так оно и есть, да, на данный момент. То есть, вся политика Рашки об этом и говорит, да, так оно и есть. Действительно, здесь как бы и не поспоришь, на самом деле. Суть в чем? Он находится на вот своей исконной русской земле. Приехала какая-то, как сказать, хоть и метиска, но все равно с внешностью не русской, полубурятка получается. И еще от него требуют предоставить, чтобы он предоставил документы, когда он ее хочет, как сказать, проверить. Ну, не знаю, что он хочет, там, что у него там в голове. Вместо того, чтобы просто молчать, чтобы там пытаться, как сказать, юлить перед ним, подлизываться, взятку давать, она вдруг, как сказать, оперилась, да, как сказать, в его мнении, его сознании и начала что-то требовать. Ну, конечно, это его, как русского шовиниста, его это сильно возмутило. Он подумал, я вот такой оккупант, оккупировал эти народы. Для чего? Для того, чтобы мне какой-то приехавший, какой-то непонятный представитель оккупированного народа что-то мне тут требовал, заявлял, что ли. Тем более сейчас агрессивная война против Украины идет. Против, как сказать, ну, для них, получается, все равно, так или иначе, братского народа, да, все равно одни славяне. Что уж говорить про наш народ. Поэтому в этой связи я даже не понимаю, с чего, в принципе, наши там буряты что-то просят, призывают там, к чему, как сказать, чего вы хотите вообще от нацистов, шовинистов? Вот я говорю вам, в 30-е годы это то же самое сопоставить, да, как евреи в немецкой, фашистской Германии 30-х годов, когда уже вся политика государства, когда вот они уже это шовинизм, фашизм, нацизм, это была их идеология. То же самое сейчас русские общины и так далее, да. То, что с трибуны там «Я русский» поет этот шаман. И вообще вся эта такая риторика проводится. Вы чего-то другого, что ли, наши народы там ожидают? Что ладно бы еще у себя дома, да, находясь, и то можно под это попасть. Но живя где-то в Подмосковье, вы хотите от русских нацистов, шовинистов, когда еще агрессивная такая вот ведется милитаристская, нацистская пропаганда, вы чего-то другого хотите, что ли? Я не понимаю.
еще что-то, ну, как сказать, это, знаете, это даже странно наблюдать, когда уже почти 4 года война это ведется. Что другого вы хотели вообще от этих нацистов, фашистов? Что думали, какое-то будет хорошее отношение, что ли, от них или что? То есть вы должны сами взвешивать риски. Если вы не русской внешности едете в Подмосковье на какую-то русскую землю, где понятно, что вас ну, могут просто убить, ну, как минимум, вот как эту женщину, да, там морально что-то истязали, обзывали и так далее, да. Это, ну, просто она легко отделалась на самом деле еще. Чего другого вы ожидали от этих фашистов, нацистов, оккупантов? Вот, как сказать, это их стена отношений и было всегда на самом деле. Что вы там, пытаться возмущаться или еще что-то? Это просто бессмысленно. Это просто полнейший бред. Поэтому надо просто понимать, где вы живете, что с вами такое может произойти каждый день. И это будет, ну как сказать, учитывая то, что Рашка это фашистское государство, это будет даже в какой-то мере справедливо получается. Ну, несправедливо, конечно, если мы оцениваем с точки зрения там морали или еще что-то, как вам сказать, то, что тем, типа в Конституции написано. Но мы должны понимать, что то, что написано в Конституции, оно ничего не стоит. На самом деле, там нету никакого пункта о том, что можно развязывать войну агрессивную. Но тем не менее, эта война развязана. Там нету никакого пункта о том, что можно наши народы уничтожать, геноцидить. Но это все производится. Поэтому, как сказать, сидеть и наивно верить в то, что якобы какие-то законы в Рашке существуют, что нет фашизма, нацизма, что нет уничтожения наших оккупированных народов, но это просто надо быть каким-то клиническим идиотом полнейшим вообще. Как сказать-то? Если вы не такой внешности, не русской внешности, лучше всего, либо, я уже об этом говорил давно, создавать какие-то дружины, если вы решите там жить в этом фашистском, как сказать, фашистской это и, как сказать, рассадники фашизма, либо просто ехать к себе домой. Но в любом случае, как сказать, кто вам может помочь, если те люди, которые называют себя ментами, полицией, вас же и дискриминируют, и чуть ли не убивают по национальному признаку. И, ну, как сказать, проклинают твой народ, желают смерти и уничтожения нашему бурятскому народу. Ну, то есть сейчас, знаете, в какой-то степени даже для нас хорошо, что они стали это в открытую говорить. Раньше они пытались что-то там прятаться за дружбой народов или еще что-то там. А сейчас они просто это в открытую говорят. Поэтому в этой степени это даже хорошо, то, что они говорят это в открытую. Перестали уже стесняться совсем. Тем более государство им, Рашка им разрешает. То есть они открыто стали говорить, кто они такие. Другое дело то, что там что-то в Рашке, ой, в Бурятии у нас пытаются какие-то письма писать или еще что-то там, ну, как-то попиариться, короче, на этом. Какой черт, кому вы пытаетесь что-то писать? Там Пыне Путину писать. Этот человек самый ярый фашист, ну, один из самых ярых фашистов, да, который эти войны развязывал и желает, ну, как и большинство этих русских шовинистов, фашистов, уничтожения нашим народом. Просто, знаете, это даже смешно как-то говорить, что-то призывая там к закону, да, но это просто смешно говорить об этом. Пора давным-давно понять, что против наших народов просто идет геноцидная война и все. Что об этом даже говорить? То, что пытается, конечно, на этом какие-то очки заработать, что-то там, как сказать, как вот эта вот рашкинская власть через приложение Макс пытается от людей добиться какого-то признания, какой-то любви, да, чтобы они скачивали. Также и наши бурятские вот эти вот, как сказать, контрэлиты тоже пытаются, когда они раскачивают вот такие вот вещи, добиться от
народа какого-то, как сказать, чтобы их поддержки или еще что-то. Не знаю, мне кажется, все это ни к чему не приведет, смысла никакого в этом нету. И наш народ так и будут геноцидить, уничтожать и подвергать всяческим унижениям, оскорблениям до того момента, как мы не обретем независимость. И все. Другого просто варианта нету. Рашка не может быть федерацией, конфедерацией или еще чем-то. Мы не можем никак с ними никогда жить спокойно и нормально. Они не будут никогда. Вот я недавно смотрел прекрасный вообще эфир просто Рамиса Юнуса, да, когда он, кстати, сейчас перейду к этому, вывел на чистую воду этого кремлевского, как сказать, деятеля, сотрудника КГБ Евгения Киселева, который загасился сейчас в Украине. И якобы какой-то украинский, проукраинский якобы деятель. Но мы же понимаем, что это, как сказать, бывших КГБшников не бывает. Просто он непонятно по каким причинам вообще находится все-таки в Украине, почему не проводится никакая, как сказать, следственная деятельность по нему. И, на мой взгляд, лучше было бы, конечно, его оттуда. Но это, опять же, украинцам решать, украинским властям, правоохранительным органам. Но хотя бы зрителям надо понимать, кто это, что это за человек, какую деятельность он вел, кем он был и кем он до сих пор является. И почему он человека, который говорит правду, высказывает, он сразу же заглушает. Ну ладно, перейдем к куда более важным вещам, чем вот этот вот случай с этой женщиной. Ну, на самом деле, знаете, тут так все понятно. Русские фашисты, шовинисты схватили, которые еще по совместительству работают в ментовке, схватили бурятку. Ну, как бурятку, она полубурятка, полурусская. Из-за этого, видимо, то, что у нее, как сказать, метистка, у нее, но внешность бурятская, у нее, видимо, сложилось мнение, что она, типа, как сказать, обладает какими-то правами вражки или еще что-то. Понимаете, там и у русских-то нету прав никаких, да. Что говорить о метисах. И она думала, что вот у нее есть какие-то права, на что-то может там рассчитывать. Но ее, как сказать, показали, где ее реальное место. Ну, как и не только ее конкретно, вообще, как сказать, наших народов, да, оккупированных, временно оккупированных. Ну, как, собственно, и, наверное, самого русского народа тоже. Ну, тут же она, видимо, сразу, как сказать, врубилась, что-то начала там пытаться привлекать себе внимание или еще что-то. Какой смысл-то? Я думаю, сейчас в условиях этой войны, усилившегося вот этого вот, как сказать, чекизма, усилившегося, как это, репрессий, ей, наверное, надо радоваться, что она так легко отделалась, что она вообще живая ушла из этого отдела, что ее там не избивали, не пытали, не мучили, не насиловали, там бутылки, всякие швабры никуда не запихивали, что, ну, только она делалась моральным испугом, получается, ну и шубу ей испортили. А так, пусть реально, как сказать, просто если она живет в оккупированной, как сказать, вот в таком фашистском государстве, пусть она просто будет рада, что она легко отделалась, реально легко отделалась. Так могли бы сделать все, что угодно с ней. Никто от этого сейчас никто вам не обещает, что вы сохраните свою жизнь в этом фашистском государстве. Вот и все. Ладно, это, как сказать, это, вот знаете, вот многие женщины почему-то до последнего живут, и, как сказать, я такое слышал, что вообще женщинам, у них в этом плане страха почему-то меньше, потому что они, видимо, ну, все-таки женщины дарят жизнь, они как-то не верят в какие-то вещи, то, что с ними такое может произойти. Но, ну, это реально может произойти. Это не то, что это происходит. Вот менты придут, заберут просто так и начнут убивать, унижать. Вот так вот и происходит. А многие люди, наши жители, просто живут и думают, что вот якобы они живут в каком-то там правовом государстве. Это бред, конечно, полный. Ладно. Гораздо более важная, мне кажется, тема, это вот то, что скрывают и
отлично, что есть такие люди, и они готовы говорить правду. Но я понимаю, почему они этим занимаются. Потому что я полностью, кстати, согласен вот с вот этим вот политологом азербайджанским, Рамисом Юнусом, который вскрыл прямо в эфире, представляете, вот этого вот кремлевского пропагандиста, который просто скрывается за ширмой какого-то якобы украинского журналиста. Ну, на самом деле, как был КГБшником, так и остается. Ну, просто рассказал всю правду в эфире этого Киселева про то, что все эти дожди, все якобы либеральные какие-то СМИ и так далее, на самом деле, конечно, все прокремлевские, все это агентура, и они уехали сейчас на Запад и пытаются на Западе формировать такую взгляды, что Рашка это типа нормальная страна, вот есть какой-то один диктатор и так далее. Ну, на самом деле надо и об этом уже понимать, уже все больше людей об этом говорят. Это очень здорово, что правда раскрывается, что на самом деле совок разрушался именно под, как сказать, присмотром КГБ, что то есть у них и был такой план, что они сперва его распустят. Но я думаю, в какой-то момент все равно ситуация вышла из-под контроля. Но у них был план, что они, то, что сейчас он воплощается в жизнь, что они будут восстанавливать этот совок. То, что мы сейчас свидетели этой эпохи, мы с вами сейчас и являемся. Корни все это лежат в шовинистическом, имперском, нацистском характере самой этой империи. И, как я уже раньше писал и говорил, наши народы, пока мы являемся внутри этой, как сказать, в лапах этого оккупанта, наша судьба обречена. Все наших бурятов, саха, татар, всех, как минимум, нас должны по их плану, замыслу русифицировать, уничтожить, лишить идентичности, с чем они, в принципе, справляются. Даже, смотрите, ЮНЕСКО еще с 2005 года признал бурятский язык исчезающим. Сейчас идет активное уничтожение, геноцид бурятов на этой войне украинской. Попутно уничтожается наше озеро Байкал. Вырубки сплошные идут на озере леса этого векового. И вот эта вот контрэлита ничего не делает, только пытается что-то пиариться, никак не спасает. Вопрос к ним тоже, конечно, как они, как сказать, они же якобы вот элита, контрэлита, да, на самом деле, которая столько лет ничего не делала, что довела, ну, для них, я так понимаю, бурятский народ не свой. У них, знаете, ни родины, ни флага нету. Как, если они себя элитой называют, как так произошло, что бурятский язык исчезает? Как произошло, что геноцид вот бурятского народа идет? Почему они, как сказать, не саботируют приказы Кремля? Почему они не спасают свой бурятский народ? Почему они ничего не делают? Почему они отправляют бурятов на вот эту вот войну? Почему они позволяют, чтобы эти были сплошные рубки леса на Байкале? Почему они могли бы, смотрите, организовать какие-нибудь там против вот этих вот вырубщиков? Ну, не мне же учить, да, этих людей. Я знаю, у них есть ресурсы, и оружие, и все, и люди могли бы уничтожать технику, да. Но если они не хотят грех на душу брать, ну, не убивать этих черных лесорубов, ну, как этих оккупантов, короче. Ну, могли бы их просто связывать или еще что-то делать. Ну, то есть, какую-то вести такую партизанскую борьбу, да, чтобы спасать Байкал. Они ничего не делают. То есть, смотрите, наши буряты что, слабые духом, что ли? Ну, нет, конечно, они же вот идут в Украину, да, там воюют, умирают, еще что-то. Какие-то там медали даже получают. А свою собственную землю от оккупации и уничтожения они не могут защитить. Вот эта вот женщина, да, ну, непонятно, то ли это специально по проекту было сделано, то ли еще что-то. Но могли бы ворваться в этот, как сказать, отдел этих ментов, да,
как сказать, привести в чувство, да, вот эти вот те же самые ветераны, так называемые СВО, наши буряты, ничего не делают. Поэтому страшно, когда народу промывает мозги, и когда он вместо того, чтобы защищать себя и свой народ, он защищает оккупанта, зачем-то уничтожает другой народ в Украине. Это страшное дело, конечно. И в тот же момент тягают моих родных, родителей, стариков, да, которые там отцу 81 год, они его тянут в ментовку или еще что-то. Вы просто вот эти сами менты потом, вы как будете, когда все это рухнет, как, ну, видимо, им вообще глубоко насрать, видимо, да, как они сами на себя будут смотреть. Вот человек за бурятский народ высказывал все, что там и его родители, да, там тянули стариков, которые, ну, всю жизнь прожили в этой Бурятии, работали. Мама у меня учительница, отец, ну, разные работы делал, строитель, водитель и так далее. Ничего плохого не делали. Ну и вот они, как сказать, подтягивают моих родителей, еще что-то там. Ну, не знаю, никогда не думал, что в своей жизни столкнусь с этим всем дерьмом, но так вот, так вот, к сожалению, получилось, что такие вещи происходят. Но, с другой стороны, а чего мы все ожидаем? Мы же должны осознавать наше положение, просто наши буряты, все другие народы. Временно оккупированный народ, который, как сказать, должен что делать? Идти и подыхать за интересы русских оккупантов в Украину или еще куда-то, куда пошлют. Вот и все. Такая судьба. Раз ты попал в оккупацию, раз тебе поставили контрэлиту, ну, как сказать, а на что больше рассчитывать? Здесь тоже не надо в каких-то розовых очках жить. Можешь, конечно, сидеть себе тихо, да, там, пытаться как-то высидеть, но в конце концов ты тоже там не высидишь. Рано или поздно начнется там какие-то чистки или еще что-то. Поэтому, в общем-то, если ты попал в оккупацию, в рабство, ничего хорошего тебе не грозит. Как бы ни пытались показать, что рабство типа это хорошо, типа и так далее, но ничего хорошего в этом, конечно, никогда не было и не будет. Участь слабого, она, конечно, печальна, поэтому слабым быть нельзя. Надо что-то делать, чтобы не быть слабым. Такие вот дела. Ту же Европу сейчас смотрите, да. Ну, никто не ожидал, конечно, что Америка так себя будет вести, но, с другой стороны, на что они тоже рассчитывали, да, что их сейчас вот так прогибать, нагибать будут. Ну, действительно происходит. Такие дела. Ну, ладно. Браво, конечно, Рамису Юнусу, азербайджанскому политологу, который вывел на чистую воду. В эфире просто факты сыпал, говорил. Этот Киселев чуть ли там прям в эфире не обосрался. Это реально было даже смешно смотреть, как он там сидит. И он понимает, что его самого подвели к этой черте, когда ему бац, и все сказать, что он агент Кремля. Он, когда ему все подвел, бац, 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 там даже этого Самуила Маршака, да, раскрыл, ну, всех этого, Познера, вообще, все ему сказал, как сказать, в лицо, типа, вот ты агент Кремля тоже, сидишь тут в Украине, якобы какой-то журналист украинский. Все ему подвел, как говорится, кое к чему. И все, тот сидит, ничего не может. В итоге, все, я не могу такой. И слился, эфир просто выключил, испугался. Просто, когда, понимаете, вы думаете, среди наших оккупированных народов то же самое не происходит, что ли? То же самое же все и происходит. Я вот даже сегодня выложил это фото, да, что вот эти вот контрэлиты своих родственников посылают куда-то на Запад, и те там прикидываются, как будто какие-то деятели там, какие-то антивоенщики, что-то там якобы за них. Конечно, бред полный вообще. Какие они там какие-то деятели. Также и служат тоже интересам Кремля. Ну и еще одно веское доказательство, это то, что, оказывается, вот эти вот целая куча хороших русских продают свои VPN людям,
делают на этом деньги, да, и потом оказывается, что эти VPN ни хрена не секретные, что они на самом деле, как сказать, что эти VPN, короче, можно отследить людей. То есть, понимаете, это помните, вот как у этих ФБК была какая-то акция, где они просили все свои данные присылать на почту электронную. Ну, тут то же самое. Типа, покупаешь VPN, а на самом деле ФСБшники следят, что ты там смотришь и так далее. Так что это, видите, просто властям, ФСБшникам важно знать, кто, какое количество вообще, критическая масса, не критическая, смотрит вот эти все эфиры. Но с другой стороны, понимаете, хорошие русские, они что, будут призывать, что ли, к какой-то там борьбе или еще что-то? Они же будут говорить, вот, Путин такой, Путин, Пыня такой плохой, а вот придут хорошие русские, все там все сделают, будут просто вздыхать. Все 4 года они ничем, по большому счету, Путиным не занимаются, просто мозги засирают, вот и все. То же самое, так сказать, и хорошие буряты то же самое делают. Думать, что среди бурят или других народов нет вот таких вот пустословов, которые на службе у Кремля, тоже бред полный. То же самое происходит. Поэтому, видите, красиво они, когда говорят, да, о том, что типа в интересах бурятского народа что-то говорят, что-то вещают. На самом деле они в интересах своих кланов говорят. Ну и что касается, как сказать, наших бурятских якобы активистов каких-то. Просто, понимаете, вот мне даже скинули такую вот фотку. Где там? Сейчас посмотрю. Сейчас. Деятели, короче, руководители Усть-Ордынского бурятского округа. Сейчас, подождите. Вот председатели Усть-Ордынского бурятского окружного исполнительного комитета Совета депутатов. И тут как раз вместе Хазагаев Тимофей Иннокентьевич и Сайдуков Кондратий Александрович. Они были председателями Усть-Ордынского бурятского окружного исполнительного комитета Совета народных депутатов. То есть эти люди, такие знакомые фамилии, да, для наших бурятских деятелей. Даже вместе они там находятся. Я вот специально сегодня фотку опубликовал. Понимаете, вот смотрите, вот кого не возьмешь, да, из наших вот бурятских активистов, тот же Зуртан, да, он же сам говорит, хангаевских каких-то, да, там еще что-то. Просто каждый, знаете, вот, просто я хочу, чтобы, знаете, как было, вот эти наши бурятские псевдоактивисты не говорили, что они там за бурятский народ, да, они просто говорили, я вот представляю свой клан, да, там Сайдуковых, допустим, или еще кого-то, или там Ханхалаевых, да, и все. Вот мы, нас там столько человек, у нас там люди там во властной структуре представлены, столько-то денег и так далее. Но не прикрывались просто интересами бурятского народа. Зачем про это говорить? И с другой стороны, знаете, я сейчас даже не понимаю, каким образом вообще бурятский народ будет отстаивать свои интересы, это вообще возможно или нет. Но каким-то образом нужно придумать эту систему. Все равно система профсоюзов, я считаю, нужна. Чтобы, знаете, на нашей шее просто вот эти вот люди не ездили, не рассказывали нам какие-то сказки красивые или еще что-то, про какую-то их деятельность или еще что-то. В общем, было хорошее предложение в комментариях, что необходимы, конечно, вот эти вот, как сказать, как есть вот эти вот домовые, да, какие-то инициативы, да, то есть инициатива дома, инициатива улицы или еще что-то. Чтобы общество действительно стало, как сказать, ответственным, чтобы общество наконец понимало свои интересы и права, чтобы, знаете, вот нами не руководили, не руководили, как сказать, от нашего лица, не представляя на самом деле наши интересы, а просто свои какие-то финансовые, какие-то
защиту финансовых своих интересов, да, или расширение своего какого-то там теневого бизнеса, какие-то отдельные кланы или еще что-то, ну, которые в целом все равно, они, знаете, вот там за какие-то бабки борются, но по большому счету они все равно все под крылом Кремля, конечно же. То есть что-то против там пойти политики они не пойдут. Ну, и тем более за интересы бурятского народа они ничего не будут делать. Поэтому надо общество, чтобы наше... вот и тема с сугланами была, да, что такие сугланы нужны. Ну и плюс профсоюзы расширять. Такую, короче, нужно вести активность, чтобы наш народ активно вовлечен был в защиту собственных же интересов. Чтобы так не было, что, знаете, вот какой-то простой там Бадмай или Баир там должен идти на войну, умирать за интересы русских оккупантов, а в то же время контрэлиты отправляют своих детей куда-то на запад или еще что-то, и в тот же момент сосут из Бурятии все силы, все соки из нее выжимают. Ну, понимаете, это же, как сказать... Понимаете, конечно, можно было бы тоже мне такую позицию занять, вообще никуда в таком случае из Бурятии не уезжать, сидеть и там поддерживать войну или еще что-то. Но понимаете, как вам сказать-то, ну не все же в мире такие люди, да, на самом-то деле. Понятно, что да, она корысть, вот это вот, всем охота хорошо жить, всем охота много денег иметь, власть или еще что-то, сладко жить и так далее, да. Это, конечно, хорошая тоже тема на самом деле, но если ты просто, как сказать, посмотришь вообще сам на себя, кто ты есть, ну, можно, как сказать, ужаснуться, да, тому, что ты там увидишь в этом отражении. Поэтому, конечно, когда я только начинал блог, я не думал, что в какой-то мере к некому разочарованию приду, что ли, или еще что-то. Но не без этих элементов. И, кстати, очень интересная тема, что я узнал, что в Германии, оказывается, телевидение существует за счет всех граждан, то есть есть специальный налог, который граждане платят, то есть оно не зависит от государства, и поэтому там телевидение, оно, СМИ вообще не подконтрольное, понимаете? Я считаю, у нас в Бурятии, будучи независимой, тоже необходимо. Понимаете, смотрите, вот это тоже на самом деле, ну, как-то неправильно вообще, да, то, что я вот так подставляюсь, веду эти блоги или еще что-то, и родные мои страдают, да, там, стариков моих родителей возят там по ментовкам или еще что-то. А народ вот сидит, как сказать, и типа что-то выжидает, ничем не помогает, да, там, ну хотя бы деньгами помогали бы или еще что-то, поддержкой какой-то. Только вот не надо писать там, я тебе лучики добра, поддержки. Нахера мне эти лучики добра, поддержки нужны-то? Нужны какие-то реальные действия. Кому они помогали, когда эти лучики добра, поддержки? Понимаете, такого не должно быть, понимаете, вот на примере той же Германии я в этом убедился, да, так не должно быть, что ты вот что-то делаешь для общества, а общество для тебя ничего не делает. Самое интересное, вот, ну, есть у меня, да, спонсоры, но это люди, мне стыдно даже, на самом деле, об этом говорить, из стран Балтии вообще, да, это даже не буряты, по сути. Это вообще стыдно даже, то, что такое происходит. Вот так вот наши буряты сидят и смотрят, как меня гнобят, да, те же контрэлит или еще что-то, и ничего не делают. Но на самом деле так не должно быть вообще, на самом деле. Поэтому в будущем нашей Бурятии независимой так просто быть не должно. И телевидение, и СМИ, это, как вам сказать, должно не быть под кем-то, под государством или еще под кем-то. Оно должно за счет налогов всех граждан существовать. И в нашем случае, наверное, даже можно было бы, знаете, и вооружить даже представителей СМИ, чтобы они там, не знаю, проходили курсы там, подготовки, то есть умели, владели оружием или еще что-то, чтобы это, знаете, не было такого, ну, как у нас бывает, да, там, пугает или еще что-то. Да и профсоюзы наши можно было бы тоже. Конечно, я понимаю, что любое государство стремится к монополии на
на насилие, да, на самом деле правоохранительные органы для чего больше-то существуют? Для того, чтобы свой народ же в узде держать, да? У кого все оружие-то? Спецсредства всякие, у ментов же на самом-то деле. Это только говорится красиво, да, что вот, типа, это для вашего спокойствия и защиты. Ну, на самом деле, чтобы под контролем держать. Но, конечно, в идеале вот так должно было бы быть нашей Бурятии независимой. Чтобы, как в реальности будет, насколько наш народ сможет проснуться, очухаться и начать что-то реально делать, это другой вопрос. Но, судя по тому, что сейчас в такой глубокой инерции сидят, прогноз пока какой-то неутешительный. Ну, как сказать, на самом деле, как бы это пафосно не звучало, но действительно решается судьба народа. Либо нам суждена деградация и уничтожение за счет того, что наши глупые, недальновидные контрэлиты даже в условиях уничтожения народа не могут бороться за этот собственный народ, а пытаются все силы из него тянуть и не могут никак, ну что-то... Ну, понимаете, у них по-другому, короче, мозг устроен вот так вот, что они считают, что главное это воровство денег и все, и вывод куда-то за границу. Ну, либо, как сказать, борьба какая-то. То есть другого у нас уже пути, просто варианта нету. Понимаете? Да в этом мире никогда по-другому и не было. Я думаю, никогда не расслабишься и так не сядешь и скажешь: о, все, кайф, все, мы теперь просто кайфуем, все хорошо. Ну, вот, всегда надо, короче, бороться. Иначе все равно какой-то оккупант найдется, начнет тебя уничтожать, крепить или уговаривать для начала, да, а потом ты вот как это Мария Цыденова в какой-то момент идешь по улице, менты тебя забирают, начинают тебя крепить, что-то тебе там всю правду высказывать, да, про положение, истинное положение твоего народа, да, как они ее называли, там, бурятская подстилка или еще что-то. А кто придет и где эти крепкие бурятские мужики, да, которые могут прийти и постоять за нее? Нету таких, понимаете? И мне, получается, никто не может помочь в этой ситуации, да. И вот такой вот женщине, как, ну вот, как сказать, деградация на лицо бурятского народа, что сказать-то еще. Пока, к сожалению, все вот так вот хреново, печально. Наши бурятские мужики, наоборот, идут на вот эту вот так называемую СВО, на войну, в интересах русских оккупантов воевать, а собственную страну, собственный народ все глубже проваливается. Ну что ж, конечно, все это печально или еще что-то, но я как сегодня слушал тоже очень эфир интересный. Общество, да, видимо, должно, понимаете, ни слова, ничего, хоть тысяча моих эфиров или еще кого-то эфиров и видео ничего не изменит. Общество должно, понимаете, настолько сильно обжечься, настолько сильно получить по мозгам, что тогда оно начнет, как сказать, понимать и действовать. Вот такие вот дела. Поэтому сейчас и экономические проблемы, с которыми Рашка и, соответственно, потом наша оккупированная Бурятия столкнутся, и другие проблемы. Хочешь, не хочешь, но рано или поздно наш бурятский народ, как и другие оккупированные народы, рано или поздно столкнутся с этим. С тем, что нужно что-то делать, что-то менять. Поэтому не все так печально. Конечно, бы хотелось, как в идеальном, да, варианте, чтобы у нас, как вам сказать, все вот так вот гладко прошло или еще что-то. Но так не будет. Это так уже точно не будет. Это так и нету, потому что сколько бурятских пацанов уже умерло на войне. Это огромное количество. То есть, соответственно, они не придут в Бурятию, не создадут семьи, не родят детей. То есть, как сказать, очень сильно бурятское население уменьшится, да, это печально.
Но у меня только надежда на то, что это не будет настолько сильным ударом, что вообще, как сказать, наша численность очень сильно сократится. Но с другой стороны, несмотря... Смотрите, вот какая ситуация. Калмыков же тоже было не столько, сколько сейчас. То, что их практически всех депортировали оттуда, да, и сколько там процентов населения это уничтожили просто, да, в депортации. Понимаете, вот что я хочу сказать. Пока мы в этой временной оккупации, вот эти все репрессии, всякие войны, всякие переселения там не кончатся, понимаете. Не говоря уже о таких вещах, как русификация, как уничтожение нашего языка, культуры и так далее, да. Поэтому единственный путь к спасению — это дождаться, когда начнет рушиться вся эта рашка. Рано или поздно все равно это начнет происходить. И чтобы мы смогли освободиться хоть с оружием в руках, еще как-то, каким-то образом. Ну, другого варианта, я думаю, не будет. Ну, этот мир, он такой жестокий. Никогда я не думаю, что он когда-то был мягким, добрым или еще что-то. Это все только в каких-то фильмах, сказках или еще что-то. Для того, чтобы народ был расслабленным или еще что-то. Такие вот дела. Пока все у нас печально, тяжело. Ну, что сделаешь? В этой связи, конечно, надеюсь, роль Европы и сами европейцы начнут наконец-то предпринимать какие-то действия, активно поддерживать Украину и больше вводить санкции или еще что-то. Пока, понимаете, они вот это вот нерешительное действие предпринимают, ничего хорошего-то и не будет. Ну и многие предрекают, что все-таки война Рашки с Европой произойдет, с НАТО. Знаете, чем обосновывают это? Никто не верил, что война с Украиной будет, да, Рашки, но это произошло. А почему сейчас никто не верит в то, что война Европы с Рашкой будет? Поэтому я тоже не исключаю, что это возможно. Просто, ну, европейцы сами себя довели до такого состояния. Слишком расслабились, как говорится, да? Такие вот дела. Ну, с таким соседом. Ну, кстати, ради справедливости, Арашка, она действительно, что при советском периоде, что ранее, всегда пыталась вот этих вот всяких агентов влияния засылать туда, на Запад, показывать, что вот якобы там все хорошо, все здорово. Как-то так. Такие дела. Украина всех научила воевать. Но пока еще нет. На самом деле, самый сейчас, кто имеет большой боевой опыт, это как раз-таки Украина и Рашка. Потому что ни в какой друг... Ну, просто потому что войны-то больше нигде и нету. Боевой опыт, как сказать, только на войне же и приобретается. Другого варианта просто нет. Поэтому на словах, конечно, одно может быть, да, а в реальности по-другому. Боюсь, ты не убыли. Ну нет, конечно, я бы начал этот стрим, меня через 5 минут упаковали бы и увезли бы. Ну, во всем мире очень хорошо говоришь про мир, спасибо тебе. Зачем вам ваш язык? Ну зачем русским русский язык? Что за странный вопрос? Ну, понимаете, когда говорю про тех ментов, которые эту метиску задержали, да, ну вот видите, вот, понимаете, этих фашистов, нацистов же не изменить, они вот такими были и будут. Понимаете, они даже не представляют, что мы, ну, тоже люди, получается, какой-то отдельный народ со своей языкой, со своим языком, культурой.
Они просто нас не считают за людей, в общем, как-то так. А то, что, понимаете, если они не считают нас за людей, они, как сказать, ну, в их логике они справедливо полагают, что нам места просто на земле нету. Вот как-то так. Так же, как и украинцам. Разве что, если украинцы просто откажутся от своей идентичности и полностью русифицируются, и все как бы. Ой, мне пришел донат. Спасибо, Баир, держитесь, буряты. Байрла. Так, вещай на своем языке, что ты на русском кук. Но пока что я пока не могу полностью. Во-первых, не так хорошо полностью знаю. И во-вторых, пока нету той аудитории. Ну, сколько лет эта русификация-то идет, сами понимаете. Какие дела. Ну ладно, Худут. На самом деле я же говорил, что это что-то приболел. На сегодня, наверное, все. Буду стараться выходить в эфиры, что-то делать. Опять же, видите, я говорю, раз меня уголовное дело завели, я почему мало выходить стал? Родители же моих там прессуют, стариков моих. Из-за этого переживаю за них. Но, опять же, так с этого не уйдешь уже, с этого пути. И тоже все, так сказать, ну, люди тоже пишут, что там освети эту тему или еще что-то. Ну, в общем, непонятная ситуация, короче. Буду я стараться делать образовательный контент, еще что-то исторический, говорить об этом всем. Вот как-то так. Ну ладно, Худут Байрла, спасибо за донаты, за вашу поддержку. Зана Худут Байрла, комментарий пишите, лайки-то викты, Зена Худут Тахину Зута, Байрте. До встречи, друзья.